В редакцию телеканала БСТ обратились жители Иглино. По их словам, весной один из мостов через реку Белекес размывает. Этой переправой пользуются жители 7 улиц. Во время паводка по путепроводу не могут проехать автомобили и экстренные службы. В дорожной истории разбиралась наша съемочная группа. С этого моста и зимой, и весной падают машины в речку. Да и мостом эту переправу назвать нельзя. Водители вынуждены преодолевать этот участок с риском для жизни. Зимой здесь проваливалось несколько автомобилей, а весной во время паводка насыпь и вовсе смывало бурным течением реки Белекес. Получается, мы каждую весну остаемся без цивилизации. Получается, машину мы оставляем либо тут, либо в той стороне на Ленина. И мост нам налаживают, где-нибудь в течение всего лета. Переправа через реку Белекес была построена по инициативе сельсовета. После паводка здесь установили трубы большего диаметра и все засыпали строительным мусором. Но даже после предпринятых мер путепровод безопаснее не стал. Родителям, чтобы проводить детей в школу, в буквальном смысле приходилось нести их на руках. Одеваем болотные сапоги, сажаем детей на плечи, по грязи идем, потом доходим до пешеходного моста, по которому очень опасно идти, он шатается. С ребенком на плечах либо на руках мы доходим до своего автомобиля, а потом уже везем его. Ни пожарная, ни скорая, ни полиция к нам проехать не могут. У нас у всех маленькие дети, их необходимо водить в школу, в детский сад, мы сами ходим на работу. С взволнованными жителями встретился глава администрации Иглинского района Николай Самойленко, заявил, что мост будет приведен в порядок. Наша сейчас задача привести в порядок эту переправу, чтобы нормально разместить эти трубы, немножко расширить его, заровнять ямы, чтобы жителям было этот мостик, чтобы стал пошире и можно было проезжать. Всего же в Иглинском районе нужно отремонтировать 27 мостов. На сегодняшний день в райцентре ведутся работы на 2 объектах. Один из путепроводов соединяет дорогу от Уфы до Павловки. Второй мост ремонтируют на улице Горького. Строители планируют сдать объекты в эксплуатацию уже в начале октября текущего года. Айгуль Резяпова, Исмагил Кудакаев, Газиз Валитов. Новости, Иглинский район.